Село Кискил Сосыльского наследия Топонского района расположено на правом берегу реки Алдан. Рядом с поселением находится паромная переправа, а до районного центра поселка Хандыга 30 километров по федеральной трассе Колыма. В последние годы село стремительно развивается. В рамках федеральной программы модернизации школьных систем образования в сжатые сроки проведен капитальный ремонт средней школы на 80 мест. В здании школы 1999 года постройки ремонтные работы начались с июня 2022 года. Муниципальный контракт был заключен на 2 года, но подрядная организация выполнила работы за 10 месяцев. Полностью заменены кровля, полы, окна и двери. Проведены отделочные, электромонтажные, сантехнические работы. Педагоги своими руками по эскизам дизайнеров расписали стены. В июне месяце в нашей школе начался долгожданный капитальный ремонт. Этот ремонт мы ждали очень долго. После ввода школы это первый капитальный ремонт. На ремонт было выделено более 60 миллионов рублей. В данное время ремонт наш заканчивается, идут последние доработки. Во время каникул наш спецсостав и работники нашей школы мы собираем мебель, расставляем оборудование. И с новой четверти мы начнем учебу в нашей новой школе. Любовь Степанова с 2007 года работает учителем начальных классов в Сосыльской средней школе. Она очень рада светлому, а главное теплому классу с новым проектором и интерактивной доской. Вот, например, в моем классе в проект занесли окна. Раньше мои окна были в северной части, поэтому наш класс, особенно вот этот класс, был очень холодным, и здесь было очень темно. И вот благодаря этому ремонту у нас сейчас очень светло, уютно, красиво. И каждый раз, когда приходишь в класс, душа радуется. Хочется работать, творить, учить. Преобразилась и столовая, которую оснастили мебелью и оборудованием на 6 миллионов рублей. Повар столовой Елена Сыромятникова особенно довольна новыми печами и тестомешалкой. В селе нет пекарни, поэтому работники хлеб пекут сами. Целый год мы здесь в детском садике работали, вот только что приехали, и у нас удивило вот новые все эти оборудования. У нас печки поступили, печи, вот столы новые, титан новый, краны все новые. Ну, сейчас мы скоро будем работать, у нас все нормально, все оборудовано, легко работать. Сегодня в Сосыльской средней школе имени Ефима Протопопова трудится 24 учителя и обучается 62 ученика. Среди молодых специалистов в основном выпускники Северо-Восточного федерального университета. В этом учебном году в школу завучем и учителем якутского языка и литературы приехала работать выпускница СВФУ 2018 года, уроженка Кобяйского района Татьяна Наговицына. Начальные у нас учились в детском саду. И с 5 по 11 классы у нас учились в мастерской. Там у нас всего было 5 кабинетов, и каждую неделю классы менялись между собой. Поэтому у нас очень дистанционный формат получился. Я уже посмотрела свои кабинеты. Кабинет зама по учебной и кабинет якутского языка. Мне понравилось то, что школа такая теплая, и все классы, вот вся школа, да, оснащена новой мебелью. В школу часто приходят гости. Вот и в день съемок здесь побывала семья Дарбасовых, которая проездом заглянула в школу и пополнила фонд библиотеки собственными книгами. Мы приехали на дарбасовские чтения, и экономические чтения, посвященные юбилею нашего отца Василия Романовича Дарбасова в Мегино Алдан. И вот заехали в Сосыльскую школу, потому что наша мама там работала в Сосыльском наследии в этой школе в 60-х, 70-х годах, по-моему, да? И очень удивлены, что школа, конечно, такая красивая, современная, такой ремонт.
прямо ходить тут одно удовольствие. Мы пришли с целью тоже подарить вот еще наши книги в дар библиотеки. Вот книга, посвященная памяти отца. Также я сама как автор тоже подарила книжки «Приключения розовой чайки» и ее друзей. Сельчане благодарны строителям, что ремонтные работы завершаются с опережением графика. Теперь педагоги и дети будут работать и учиться в красивом, уютном и современном здании. Сердце и душа села Кискил – это культурно-спортивный центр. Отсюда вышли известные исполнители Ирина Елизарова, которая в свое время работала специалистом клуба, Мира Охлопкова, Дархан Дахсун, также группа Дегын. Ее песни поют признанные певцы якутской эстрады. Спортсмены, чемпион Кубка мира по масс-рестлингу Сергей Фолкин, президент Федерации современного панкратиона в республике Иван Охлопков. И все они родились в Сосыльском наследии, где всего-то проживает 300 человек. Поистине богатая тампонская земля своими самородками. Культурно-спортивный центр построен в 1996 году, хотя сруб с черновым полом был сооружен еще в 1989, но из-за финансовых затруднений тех времен он простоял без крыши и потолка 7 лет. 7 лет под дождем и снегом стояла. Потом только, когда в 1996 году Ефим Григорьевич Протопопов посодействовал и ввели это здание как новый культурно-спортивный центр. После этого, конечно, первые года было нормально, тепло. Потом все это, которое 7 лет под снегом и дождем простояло, оно дало себе знать. И уже на 6-й год уже начало уже холодать, уже было холодно тут. Сегодня здание культурно-спортивного центра площадью 834 квадратных метра остро нуждается в капитальном ремонте. Главная беда – зимой здесь очень холодно, в частности, в концертном и спортивном залах. Были заменены окна, двери, кровля. Всего с начала ввода в эксплуатацию 6 раз проводились разные капитальные ремонты, но существенных результатов они не дали. Последние года, вот в прошлом году, прошлый год, этот год, позапрошлый год, холодно тут, холодно. Мы провели ревизию летом, полностью посмотрели черновой пол, залезали под здание. Там провалилось очень много. То, что 7 лет стояло по снегам и дождем, оно дало себя знать. Черновой пол прогнил и провалился. Вот. И поэтому мы как-то очень мечтаем, что построить новое здание или вообще провести капитальный ремонт, полностью провести капитальный ремонт. Несмотря на все трудности, Сосыльский сельский клуб со спортзалом остается центром культурной жизни и общения как для взрослых, так и детей. Здесь организовывают досуг для односельчан, развивают творческие способности и открывают новые таланты. Работают секции по масс-рестлингу, бильярду, волейболу, футболу, общей физической подготовке, стрельбе. Мы занимаемся здесь масс-рестлингом, здесь 13 градусов тепла, это уже холодно, поэтому ребята иногда болеют. 13 ребят тренируются. От этого зала вышли мастера спорта, Сергей Фолкин, мастер спорта международного класса, чемпион мира, здесь тренировался с малых лет, и Скрывкин Александр. И я тоже мастер спорта. И Заровняев Никентий Никентьевич, мастер спорта России, с этого зала вышли. Секрет успеха наших атлетов, масс-рестлеров – это трудолюбие, главное, сила воли, и это настрой на победу. Мы так воспитываем и тренируемся, и на соревнованиях участвуем. В Тампонском районе славится своими выступлениями театральный коллектив «Киндюкультере» под руководством молодого специалиста Юрия Аянитова, танцевальные ансамбли «Эдерсас», «Алгыз» с хореографом Сырдык Айлаханой Бай, вокальный коллектив «Далбара» и детский вокальный ансамбль «Сандара» Ольги Охлопковой. По стопам матери, известной в республике мелодистки, пошла ее дочь Олеся. Она организовала фольклорный коллектив «Юнгесчан».
Ну, в Кыскиле есть наш культурно-спортивный центр есть такой, и там работает очень много таких людей, в том числе наш бессменный директор наш Охлопков Федор Николаевич, и он очень много работал и такими вот организовал вот группу ДН, которая известна в Якутии. И эта группа 10 лет выступала, вокально-инструментальный ансамбль. И наши дети вот этим они выросли. Сейчас они говорят, что вот такой ансамбль был, мы маленькие были. Такие концертные художественные самодеятельность очень развита у нас. Сплоченный поселок у нас. И поэтому, наверное, такие ребята вышли. Селяне с удовольствием участвуют в самодеятельности, ставят театрализованные представления, поют и танцуют. Сосыльский культурно-спортивный центр – отражение всей жизни этого маленького наслега. Сюда люди приходят отдохнуть, отвлечься от повседневных дел. Для сельчан это особенно важно. В селе Кискел вопрос обеспечения жильем решается при поддержке программ переселения семей из аварийного и ветхого жилья и «Моя Якутия в 21 веке». В прошлом году по программе «Моя Якутия в 21 веке» началось строительство 4-квартирного жилого дома для молодых специалистов. Примечательно, что большая часть домов свыше 70 подключена к центральному отоплению. Каждый год в наше село приезжают новые специалисты молодые, вот в школу, в садик. И остро стоит проблема обеспечения жильем. И вот из-за этого вот текучка кадров получается. Нету хорошего благоустроенного дома, поэтому уезжают. И вот строительство нового дома более-менее решит проблему. Первый этап в прошлом году закончился, в этом году начинается второй этап. Вот сейчас идет конкурсный отбор, аукцион подрядчика. И в этом году, вот осенью, дом должен войти в работу. Первый дом по программе переселения построен в 2017 году. Туда были переселены 10 семей из 5 арболитовых домов 1979 года постройки. Сегодня в селе из 13 многоквартирных аварийных домов осталось 8. Старожил села Кискил Надежда Савина почти 40 лет живет в доме по улице Почтовая. Дом ветхий, без удобств, где давно не было ремонта. Я в этом доме живу с 1985 года. У меня четырехкомнатная квартира, 87 квадратов. У меня сейчас дом старый, все осыпает. Я не могу ремонтировать из-за возраста. И вот меня порадовали, что мне дадут новую квартиру. Я очень рада этому. В следующем году рядом с этими жилыми домами по программе переселения из ветхого и аварийного жилья начнется строительство нового 29-квартирного дома с вводом в эксплуатацию ровно через год. В селе Кискил с вводом трехэтажного каменного дома не останется ни одного аварийного. Жители живописного сосыльского наслега Тампонского района будут жить в достойных условиях.